пресс-центре Барки Тоджик заявили, что в Таджикистане постепенно уменьшается время энерголимита. В Пянже из автомата Калашникова застрелен девятиклассник. На территорию Беларуси упала ракета С-300. В Саратовской области Российской Федерации сбит беспилотник. Президента Турции выдвинут на Нобелевскую премию мира. Руководитель пресс-центра ОАО «Барки Тоджик» Нозирджон Юдгори заявил газете СССР, что в стране постепенно уменьшается период ограничения подачи электроэнергии в регионах Таджикистана. Между тем, жители регионов говорят, что свет отключают и днем, однако внятного ответа от соответствующих структур о том, с чем это связано, они не получают. Теперь свет отключается только в ночное время с 23:00 до 5 утра, сказал он. В течение дня в большинстве городов и районов электричество подается практически без ограничений. По его словам, каждую зиму потребность населения страны в электроэнергии возрастает, и снабжение полностью зависит от деятельности и мощности Нурекской ГЭС. В этом году, по оценкам специалистов, Нурекское водохранилище заполнено водой в установленном объеме. Согласно анализу специалистов, ежегодно в зимнее время возникает дефицит электроэнергии в объеме 1 миллиарда 6 миллионов киловатт-часов, сообщил Йодгори. Он также предупредил, что до полного ввода в строй Рагунской ГЭС население должно экономно использовать электроэнергию, чтобы не попасть в энергетический коллапс в холодные дни. Зимой люди много пользуются электричеством и электроприборами, что приводит к частым поломкам трансформаторов, сказал Йодгори. В последние месяцы увеличилось число жалоб на отключение электроэнергии в регионах Таджикистана, и комментариев на этот счет со стороны ОАО «Барки Тоджик» не было. Причем жители жалуются на отключение света как в ночное время, так и в дневное. Граждане обращаются в СМИ и сообщают в соцсетях о перебоях с обеспечением электроэнергии в различных городах и районах республики. Вопросы и жалобы абонентов руководства компании ОАО «Барки Тоджик» перенаправляют в ОАО «Распределительные электрические сети», а добиваться ответа оттуда для граждан трудно. Правоохранительные органы района Джайхун Хатлонской области расследуют смерть ученика 9 класса. По имеющейся информации, он скончался вечером 26 декабря от огнестрельного ранения из автомата Калашникова. Правоохранительные органы утверждают, что выстрел пришелся в левый глаз 15-летнему учащемуся школы номер 4 Джамуата Пянь Джайхунского района. По подозрению в причастности к этому инциденту задержаны 18-летний парень и 2 несовершеннолетних. В прокуратуре района Джайхун 29 декабря сообщили, что пока не установлено, откуда взялся автомат Калашникова и было ли убийство 15-летнего подростка преднамеренным или случайным. Сегодня, 29 декабря, в промежутке с 10 до 11 часов в Беларуси зафиксировано падение ракеты комплекса С-300, сообщает Белта. По информации агентства, ракета прилетела с территории Украины. Министерство обороны Беларуси сообщило, что ракета упала у населенного пункта Иваново Брестской области, недалеко от границы с Украиной. О происшествии проинформирован президент страны Александр Лукашенко. По данным агентства, Следственный комитет и Минобороны Республики рассматривают 2 основные версии произошедшего. Залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы системы ПВО Белоруссии. В Саратовской области Российской Федерации в четверг 29 декабря сработала система противовоздушной обороны. Как объяснил губернатор региона Роман Бусаргин, был сбит беспилотный летательный аппарат. Чиновник не уточнил, о какой модели дрона идет речь и кем был запущен беспилотник. По словам Бусаргина, в результате падения обломков никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Губернатор опроверг информацию об эвакуации детских садов, подчеркнув, что все дошкольные учреждения работают в штатном режиме. Между тем, телеграм-канал ВЧК ОГПУ пишет, что власти закрыли воздушное пространство над Саратовом. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что инициировал выдвижение президента Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. По его словам, турецкие лидеры выдвинут на столь почетную премию за вклад в дело мира между Россией и Украиной. Со схожими обращениями выступят спикеры парламентов и депутаты из других стран, сообщил Шентоп.
Он отметил, что посреднические усилия Турции по кризисным вопросам вызывают одобрение во всем мире. Председатель парламента Турции напомнил далее о премии ЮНЕСКО за вклад в дело мира бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель.